Самого доброго утра, друзья. Диляра, ты знаешь, обещания нужно выполнять, так? Точно. Ты мне обещала рассказать поподробнее о татарской культуре, так? Так, я обещала, я исполню, но, может быть, я еще не совсем в этом разбираюсь, но зато у нас на розовых диванчиках уже сидят такие гости, которые точно все расскажут и даже покажут. У нас в гостях ярославские татары. Друзья, у нас в гостях представители общественной организации НУР Рустем Абдрахимов, Рушанья Байбекова, а также Наиля Ибрагимова. Самого доброго утра. Самого доброго утра. Здравствуйте. Самого доброго утра. Так, я смотрю, вы по доброй татарской традиции пришли, мягко говоря, не с пустыми руками. У нас тут много всего. Давайте о каждом, наверное, поподробнее. Вот, Да, давайте. Но элементе. прежде, наверное, спросим, что же это за такая ярославская общественная организация НУР? И чем вы занимаетесь? Да. Ну, в двух словах я, позвольте, начну. Как мы уже общались, говорили, что татары занимают почти вторую по счету по численности народов России, но, тем не менее, по самому Татарстану чуть больше половины. Поэтому нас татар, конечно, разбросало по всей России. И в том числе вот у нас в Ярославле уже с начала 90-х годов образовалась общественная организация, одна, другая, но, тем не менее, вот буквально там 5-6 лет назад мы постарались объединить всех татар и собрать общественную организацию НУР, которая, в общем-то, сейчас и, ну, есть определенные цели, которые прописаны в уставе, и мы строго поэтому и, в общем-то, и работаем. Ну и чем же занимается организация? Чем занимаетесь непосредственно вы? Ну, я должен представить, конечно, одна из первых, вернее, ну, сказать, что одна из первых целей, конечно, это развивать свои традиции, да, поддерживать культуру, обучать свой татарский язык. И вот я с удовольствием передам слово Рушане Вазыховне, нашему учителю по татарскому языку. Қадірлі достар, Исянусыз. Я учитель татарского языка. Я руководитель Туантель. Туантель – это родной язык, переводится. С 1999 года в городе Ярославле мы организовали такую общественную организацию. Всех татар собрали, тоже Ярославские региональные общественные организации татар Туантель. Чем же занимаетесь вы там? Мы занимаемся тем, что мы обучаем детей, во-первых, потому что без знания языка это народ пропадет. Сложно ли? Родная культура, она через родную речь, в первую очередь. правильно? Обязательно. Габдулла Тукай, наш самый любимый поэт, писал: «И тугантель, и матуртель, әткем әнкемнің тілі, дүнияда көп нәрсе білдім, сен тугантель арқылы». Звучит красиво. Что же это значит? Это значит, что через родную речь только можно узнать красоту, обычаи, традиции своего народа, обучать всему доброму, хорошему, воспитать детей именно через родную речь. Потому что это и культура наша, и обычаи, и традиции. Обязательно поговорим об обычаях и традициях. У нас очень много всего на Вот, столе. например, но я знаю, да, традиция первая, это, конечно, вкусно поесть. мне это кажется. точно и поесть мы любим. Расскажите, что у нас здесь? Что это такое? Наиля, тебе, наверное, Давай, слово. Надя, да. Это чак-чак. Все уже знают в России про этот чак-чак. Очень многие уже опробовали это блюдо, очень его полюбили. Изготавливает. Это хворост на меду. В общем, национальное блюдо из глубины веков еще, с древних времен идет. Ну и, естественно, татарские пирожки. На вид, честно говоря, не сильно отличается от русских. Ну да. Если мы второе по населению, как говорится, в России народ, такую традиции переняли друг у друга, поэтому, наверное, и блюда у нас многие переплетаются. Обязательно попробуем вместе с нашим режиссером и оператором чуть позже, но также мы видим у нас на столе прекрасную даму в национальном костюме. Ну и, конечно, вы у нас сегодня пришли, тоже очень красивые и нарядные. постарались, да. Об особенностях национального костюма буквально в двух словах. Кто расскажет? Рушане Вазыховна. Это, во-первых, смотрите, такая красавица-татарочка, да? Так. Здесь какие оборочки красивые. Головной убор обязательно. Как называется это все? Это татарочка, красавица. Нет, Это А невеста? колпак, Это невеста, вот это наверное, колпак, или нет? это даже не невеста. А. Чак-чак держат. Видите, как у меня тоже бусы. Вообще татары любили, издревле, любили красиво одеваться. Обязательно носить какие-то браслеты, украшения. Вот такие украшения. Серебро, это у татар очень принято носить. Не золото, именно серебро. А вот, Золото на платье. безусловно, да. На платье, О да? мужском костюме поговорим. Здесь Давайте. мы видим что? Какие Ну, здесь элементы? только один элемент от камзол, в общем-то, от всего костюма, тюбетейка. Да, тюбетейка, она такая, ну, в общем-то, скромная, деловая.
Потому что есть несколько тюбетеек специально для намаза, специально для повседневной, праздничной. А это такая деловая, скромная, в То есть общем-то. да. мужчина должен носить тюбетейку, причем Ну, в иметь общем-то, много да. на каждый случай жизни. Да, на каждый случай жизни. Также я вижу здесь национальную борьбу, которая называется «Куряж». Да, здесь очень Мне хотелось бы поподробнее. сказать про кряж, чтобы вы были в курсе. У нас в Ярославле есть уже секция, которая занимается этой борьбой. Более того, значит, мы сейчас хотим войти в федерацию. Кубком перекрыли. Да, давайте федерацию, поподробнее вот, пожалуйста, на камеру смотрите. покажем. И более того, мы несколько раз уже становились лауреатами, финалистами общероссийского соревнования по коряж, занимали вот буквально там 3-е места. Я считаю, что по России как- это очень почетно после татар и башкир. Кубок мы знаем Именно ярославцы. не Это именно про куряж, ярославцы. да, а все-таки там какая-то другая штучка. Ну, это уже другая Мини-футбол. история, да. Мы являемся членами, естественно, Ассамблеи наших народов России, в том числе татары входят в эту ассамблею. Ежегодно устраивается турнир по мини-футболу. Вот последний кубок, у нас таких много. Это как раз за первое место в прошлом году. Потрясающе, В этом очень году тоже активно. добро пожаловать, это будет в начале июня. Проведем. О будущем немножко поговорим. Что думаете, что планируете, какие планы, какие на будущее мысли? Я у бы хотел организации? показать вот эту книгу и сказать, что вот у нас есть сейчас очень мечта. Значит, эта книга, известная книга нашего профессора, да, Черновской Валентины, которая, в общем-то, да, которая хочет сделать эту книгу как путеводителем, как именно по тем местам в Ярославской области, где проживали татары. Это очень интересно. Да, в общем-то, мы хотим вот по этой книге сделать именно маршрут. Вот если у нас получится сделать вплоть до того, что экскурсионный маршрут по местам татар, А которые... насколько много интересных вот Это таких мест в Романовский уезд, Ярославле? это в основном город Романов, значит, Ага. Тутаев. Здесь вот в книге очень все подробно написано, и у нас вот мечта сделать буквально как экскурсионный маршрут. Да. Хорошо, еще Участвовать вопрос. в этом. Если вот кто-то, так же, как и я, вот теперь захотел проникнуться, более подробно узнать о татарской культуре, где можно это все найти? Может быть, в интернете, может быть, какой-то специализированный есть, не знаю, дом встреч, где можно прийти, посмотреть, музей какой-то. Приходите к нам в гости. Во-первых, у нас офис на набережной 39А. Потом у нас есть свой сайт. Потом... Называется он очень просто Да. Яр-Татар. Яр-Татар. Яр-Татар, отличное название. Ярославские татары. Мы всегда открыты. Вообще татары это открытый народ. Они добрые, да? Кунакчыл халык. Они очень действительно хлебосольные. Я иногда, вот дочка приезжает, мама говорит, можно я еще пироги захвачу для своих? Вот, понимаете? Я говорю, берите, пожалуйста, угощайте. Я была представителем на международном конгрессе, где присутствовали из 100 стран народностей. Короче, не только в Ярославле татары, а по всему миру татары разбросаны. В Замечательно. частности, я сейчас вернулась из Соединенных Штатов Америки и ходила в общественную организацию татар города Нью-Йорка, которые были мне очень рады, радушно нас приветили. Мы рассказали о себе, они рассказали о нас. У них, в принципе, такие же костюмы, такие же сабантуи проводятся. Ну и приглашали наших членов организации НУР, не всех, конечно, естественно, а которые достойны будут представлять эту организацию в поездку в Нью-Йорк, чтобы мы ознакомились с культурой американских татар. Это очень интересно. И Я для насколько... себя, кстати, да, подметил, сабантуй это Да, татарское. мы это- Сабантуй. я Он сабан- проводится везде В абсолютно, этом во году всех мы их странах пригласили мира. ведь к себе на Да. Сабантуй, который состоится в июле месяце. Но все вы еще дополнительно Ждем, видите. ждем у да. нью-йоркских татар, ждем мы, Нью-Йоркских наверное, татар всех на граждан, да? Ярославский Сабантуй, да. Приглашайте нас на свой ярославский сабантуй с нашей съемочной группой. Мы обязательно все это снимем и попробуем татарские Огромное пироги. Прям спасибо уже за не интересную беседу. Сегодня у нас в гостях были представители общественной организации НУР Рустем Абдрахимов, Рушаня Байбекова и Наиля Ибрагимова. Ярославские татары.